Вклады, кредиты, денежные переводы, страховки и пенсии – это все финансовые услуги, которые мы с вами получаем. Как и в других случаях, мы являемся потребителями, поэтому обладаем правами и можем требовать полную информацию об услуге. К примеру, на какие случаи распространяется страховка, на каких условиях можно досрочно забрать вклад, сколько именно стоит пользование кредитом. Ваша ответственность в этом случае – внимательно прочесть договор и подумать над тем, что вы собираетесь подписывать. Что же входит в перечень финансовых услуг? Привлечение денежных средств во вклады, расчетно-кассовое обслуживание, инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов. Также важно помнить, что от многих финансовых услуг можно отказаться без штрафных санкций в течение 14 календарных дней с момента подписания договора. К ним, в частности, относятся договор потребительского кредита, договор добровольного страхования и другие. Кроме того, в последнее время участились случаи, когда без ведома человека на него оформляется кредит, или еще хуже, когда мошенники вынуждают своих жертв брать кредиты под разными, иногда самыми абсурдными предлогами. Сегодня в новом выпуске передачи про деньги вы узнаете, как на практике проводится защита прав потребителей финансовых услуг от практикующего юриста. Как правило, к юристу мы обращаемся уже постфактум, когда с нами произошло негативное событие. Уверена, что большинство зрителей даже не задумывались о повышении уровня правовой грамотности, будучи уверенными, что с ними ничего плохого не произойдет. Также я уверена, что многие из вас согласятся, лучше быть осведомленным в некоторых юридических вопросах, особенно когда речь идет о деньгах. И сегодня в нашей студии в качестве гостя Надежда Владимировна Егорочкина, практикующий юрист. И мы будем говорить о правах потребителей финансовых услуг. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Начнем, наверное, с того, в каких случаях человек должен обращаться за юридической помощью. Действительно, мы, проживая в государстве и где целый комплекс правоотношений существует, каждый из нас находимся в системе правоотношений в той или иной сфере. Но если с рождения, то это семейное законодательство. Если это трудовые отношения, это трудовое законодательство. Если речь идет об обязанности уплатить налоги, это налоговое законодательство. Поэтому юридическая помощь требуется тогда, когда гражданин считает, что то или иное право нарушено. И тогда возникает вопрос, как мне получить юридическую помощь, где, так сказать, где найти того человека, который именно окажет юридическую помощь. То есть, по сути, потенциально мы все граждане в какой-то конкретной ситуации нуждаемся в юридической помощи. Но вот вы уже сказали, что если связано с налогами, есть налоговое законодательство. То есть существуют такие государственные структуры, к которым, в принципе, человек может обратиться за разъяснениями своих прав и так далее. Да, предполагается, но и наше государство так устроено, что в каждой сфере тот орган уполномоченный, как мы называем, как это следует из закона, уполномоченный орган. Если мы говорим о налогах, уполномоченный орган – это система Федеральной налоговой службы. То есть все вопросы, если гражданин считает, что где-то он не согласен с задолженностью по налогам, допустим, он обращается, получает разъяснение. Как правило, на этой стадии он уже получает разъяснение и понимает, что действительно имеет место та или иная ситуация, и его права здесь не нарушены. Вот. Но если уже в дальнейшем он считает, что нет, вот почему-то он считает, что все равно права нарушены, он идет отстаивать дальше.
А, как правило, обращаются в суд, да? Как правило, обращаются в суд, но также у нас есть надзорный орган, это органы прокуратуры. Это надзорный орган, который именно его полномочия входит соблюдение всеми, в том числе и контролирующими органами, государственными органами, соблюдение законодательства. Вот. Поэтому суды, прокуратура, ну и уполномоченные органы, ну, скажем, такая основа для защиты прав гражданина. А бывают ли такие случаи, когда вопрос защиты прав может быть спорным? И были ли интересные случаи в вашей практике? Да, вы знаете, но спорное это тоже такое относительно понятие, потому что действительно, когда гражданин уже к юристу обращается, речь идет о том, что возник спор. Спор в чем? В том, что гражданин считает, что его права нарушены, а кто это нарушил? Субъект. Есть субъект, который нарушил его право. И здесь, конечно, разные варианты правовых действий, юридических действий. Это начиная с того, что нужно проанализировать эту юридическую ситуацию, проанализировать правовые нормы, которые регулируют эту ситуацию. Ну и дальше уже конкретные юридические действия. Например, подача искового заявления в суд, либо соблюдение досудебного порядка, когда нужно обратиться в уполномоченный орган и в досудебном порядке. Да, в досудебном порядке и получить разъяснение этого уполномоченного органа. Вот. Но в моей практике, например, спорная ситуация. Гражданин обращается за назначением пенсии по старости. Социальный фонд ему отказывает в назначении пенсии. Конечно, гражданин считает, как так я всю жизнь проработал, я по возрасту подхожу, и почему мне отказывают. Но там нюанс юридический. Социальный фонд прав, потому что он отказал в данном конкретном случае, поскольку есть разночтение в написании фамилии в паспорте и в трудовой книжке. На самом деле это часто бывают такие ситуации, не будем углубляться, почему они возникли там, тем более, что трудовая книжка еще, как говорится, в 20 веке, да, была заведена там работодателем. Вот. Мы исходим из данной конкретной ситуации, и тут нужно установить юридический факт только в судебном порядке. В судебном порядке устанавливаем юридический факт принадлежности трудовой книжки данному гражданину. Соответственно, на основании данного судебного акта уже социальный фонд будет положительно рассмотрено заявление о назначении пенсии по старости. Ну, такая вот ситуация. А еще какой-нибудь случай интересный? Вот интересный случай, действительно, обращается гражданин, и он, ну, как сейчас это порядок такой, ему уведомление на госуслуги поступает о том, что у него имеются задолженности, причем не маленькая сумма, скажем, это очень значительные суммы, и он говорит о том, что я не знаю. Из уведомления он понимает, что какая-то задолженность по кредиту. Он говорит, я кредит не брал. То есть он полностью чист, да? Да, он чисто, ну, как минимум перед этим конкретным банком. Да? Но получается, на тот момент уже имеется решение суда, вступившее в законную силу, на основании которого выдан исполнительный лист, и далее уже конечная стадия исполнения судебного решения наступает. Вот. Теперь он, гражданин, с помощью юриста пытается понять, что произошло, и тогда мы должны вот этот весь понять процесс, что в этой ситуации, какое имело место быть событие. То есть он не получил ни уведомления, ни банк ему не звонил о том, что у него имеется задолженность, то есть на него не выходили сотрудники банка о том, что у него имеется задолженность. То есть он не получал никакие СМС-сообщения о наличии задолженности от этого банка.
И, получается, он уже постфактум только узнал, когда на него уже было заведено исполнительное производство, так же? Да, то есть он оказался уже на конечной стадии, когда уже все, как говорится... За него решили? Да, за него решили. И теперь мы вот будем... Какие наши юридические действия? Мы ознакомимся с материалами исполнительного производства, ознакомимся с материалами гражданского дела. Ну, тогда более-менее какая-то ясность возникнет. Дальше, если факт все-таки подтверждается, что гражданин не получал кредит, ну, тогда мы работаем с банком, и тут же мы одновременно в правоохранительные органы обращаемся с тем, чтобы провели процессуальную проверку и дали правовую оценку. Ну, поскольку такая вот ситуация. И нашли людей, тех, которые оформили этот кредит, получается. Но мошенники часто действуют так, что подделывая паспорта, паспортные данные, ну, человек бывает, мы не задумываемся же, когда, например, отдыхаем где-то, выезжаем на курорт, да, отдыхаем где-то проживая в хостеле, в гостинице и так далее, оставляем копии своих документов и не забираем их при выселении. То есть и это большая ошибка. А везде человеческий фактор присутствует. Сегодня этот хостес работает, завтра этот менеджер увольняется. Вместе с этим он может захватить с собой целую пачку, да, скопированных паспортов, и что он с ними будет делать, вообще непонятно. И получается, что многие ведь банки предоставляют онлайн-услуги. Достаточно ввести только форму, представленную там на сайте, на том же агрегаторе, допустим, кредитных организаций. Предоставляешь туда паспортные данные, и все. И человек получает кредит, который он, по сути-то, и не брал. И вот уже были такие случаи на практике. Вот интересно, как в вашей ситуации разрешится дело? Да, вот я только, как говорится, мы только на начальной стадии, и, конечно, будем в полном объеме приложим усилия, чтобы понять, как вообще такая ситуация возникла. Но хотя это, в общем-то, редкий случай. Тут наши телезрители могут, ну не то что заподозрить, а банковская структура на самом деле очень хорошо работает. Но по всей вероятности, вот раз такие случаи происходят, бывают какие-то вот ситуации, когда возможно все-таки оформление кредита, когда человек какими-то третьими лицами. А могу я у вас спросить, какой это банк? Вот он работает на территории республики или его нет на территории республики? Работает на территории республики. Работает на территории республики. Интересно. Тогда у нас есть с вами новая тема для новой передачи. Получается, что мы с вами сегодня встретились первый раз, а в следующий раз мы уже будем говорить о том, чем же закончилось это дело. Потому что дело действительно очень интересное. Да, действительно. Я готова буду тогда вам рассказать результат. А давайте дадим несколько советов нашим телезрителям, как правильно составить заявление в полицию, в прокуратуру или в другие организации, которые занимаются защитой прав потребителей. И что нужно указать вот в фабуле заявления, допустим, да, и на что необходимо делать акцент. Потому что, ну, вот, например, я как гражданин, да, просто вот рядовой гражданин, я юридически могу быть неграмотной. Вот, и таких, как я, миллион. Поэтому наша передача сейчас такая площадка, которая может дать вот такой полезный совет сразу человеку, как действовать. Да, действительно, заявление в уполномоченные органы, будь то в полицию, прокуратуру, оно должно быть структурировано. Иногда некоторые уполномоченные органы на сайте где-то размещают или выдают в бумажном варианте, но там лишь для того, чтобы реквизиты учреждения были правильно указаны и необходимые данные самого гражданина. А вот содержательная часть, как вы правильно говорите, фабула, да, это очень важный момент в этом заявлении, поскольку именно из этих обстоятельств будет либо проводиться проверка, либо будет готовиться какое-то правовое разъяснение.
И самое главное — указать именно конкретные обстоятельства, не впадая, что было до этого. Да, именно конкретными датами, временными промежутками. И именно указывать, в чем выразилось нарушение прав. Может быть, оно в присутствии каких-то людей было. Вот. Эти факты все указывать. И самое главное также указывать, чего вы хотите добиться. Конкретная просьба, предложение обязательно должно содержаться в заявлении. И также в этом контексте хочу сказать, что у нас в Российской Федерации действует федеральный закон 59 ФЗ о рассмотрении обращений граждан Российской Федерации. И там вот 3 момента главные, когда нужно иметь в виду, поскольку для граждан, поскольку в противном случае заявление не будет рассмотрено. Это самое главное, оно не должно быть анонимным. Бывает так, что граждане какую-то ситуацию хотят выяснить, но, возможно, опасаются, либо по каким-то причинам не хотят указывать. Но, к сожалению, такое заявление не будет рассмотрено. Именно необходимо указывать фамилию, имя, отчество, контактный телефон, электронный адрес, почтовый адрес. Далее, если в заявлении содержится нецензурная брань, такие обращения не рассматриваются. Я думаю, что не стоит тут рассказывать почему. Да? И также 3-я категория — это когда неясен смысл. То есть то, что мы с вами говорили, написать обо всем и ни о чем, начиная там, как говорится, я родился и вырос, да? Новших дней, да, и заканчивая, о чем там мечтает и так далее, да, это так утрировано. То есть вот такие моменты тоже нужно учитывать, когда гражданин решил обратиться. А пострадавшие от действий мошенников в большинстве случаев сами добровольно переводили средства на счета злоумышленников, а также передавали коды и пароли от СМС. Вот бывают такие случаи, да? И могут ли они рассчитывать на аннулирование кредитов, а также на возврат средств, которые мошенники у них украли, по сути? Да, действительно, вот на сегодняшний день, это, как говорится, из каждого утюга мы слышим. На самом деле это, беда, может быть, даже такого государственного масштаба, да. Когда люди действительно, вот как вы говорите, по телефону, не зная совершенно этих злоумышленников, и перечисляют немалые средства, которые, как говорится, миллионы рублей трудом своим, да, заработали. И речь идет уже о миллионах, и достаточно крупные суммы фигурируют всегда. Вот. Поэтому здесь мы рассматриваем в контексте, если тут 2 момента. Если речь идет, когда действительно пароли, коды, и это связано со списанием средств со счетов, да, и тогда здесь действует требование федерального закона о национальной платежной системе. Это закон от 27 июня 2011 года. И в прошлом году, 24 июля 2023 года, в него были внесены существенные изменения, как раз вот связанные с возмещением средств. Данные изменения вступили в силу в июле этого года, 2024 года. И суть их сводится к тому, что если речь идет, вот как мы говорим, клиент распоряжается перевести денежные средства со своего счета на счета третьих лиц, тот банк проводит соответствующую проверку. Проверка именно касается того, под влиянием обмана, злоупотребления клиент действует. И сам механизм этой проверки, он именно известен только банковским работникам, но на момент проверки на 2 дня приостанавливается операция, и затем уже клиент уведомляется о том, что, возможно, здесь речь идет о том, что деньги поступят на счета злоумышленников. Но даже если после этого клиент настаивает, требует, настаивает. Переводите и все. Переводите, да. Банковскому работнику ничего не остается, он перечисляет. Конечно, здесь речь не идет о том, чтобы возместить эти средства. Ему не будут возмещать. Ему не будут возмещать. Другая ситуация, когда
его, когда банк вообще не проводит. Ну, я думаю, это, наверное, какой-то редкий случай. Но, может быть... Но мне кажется, что вряд ли, потому что вот я работала в банке, и там очень строго наказывают менеджеров и вообще следят за тем, чтобы прям все правила были соблюдены. Да, ну это тем более нормативный акт обязательный к исполнению, да, и, ну, по крайней мере, в законе прописана такая ситуация, то есть банк вообще не провел проверку, либо банк проводит проверку. Но все равно, да? Да, но тут еще нюанс в том, что Банк России, возглавляющий нашу банковскую систему, да, также уведомил данную кредитную организацию о том, что, возможно, речь идет о том, что счет принадлежит ну, третьим лицам, злоумышленникам, но банк все равно под, ну, скажем, не воздействием, по просьбе, по распоряжению клиента переводит эти средства, тогда речь идет о том, что в 30-дневный срок по заявлению данного, ну, пострадавшего вся сумма вернется. То есть правильно я понимаю, что если человек называет пароли, коды из СМС и так далее, данные своих счетов, банковских карт злоумышленникам, и они с его помощью снимают денежные средства, тогда человек ничего вообще не получит. Да, тогда вот наш закон, государственный механизм минимизации потерь, да, только в части, связанных с банковскими вкладами. Нужно вот это иметь в виду. А если человек ничего не делает, банк допустил уже ошибку, не проверил получателя, получается, да? Да. Вот, не проверил данные, не задумался о безопасности своего клиента, тут уже банк возмещает. Полную сумму возмещает или как? Что там сказано? Полную сумму возмещает, но тут тоже мы исходим из того, да, вот все-таки договор банковского вклада, ну, может быть, я где-то здесь ошибусь, я не сотрудник банка, да, но для банка распоряжение клиента все-таки во главу, приоритете, да, вот именно так. И поэтому он именно действует по распоряжению гражданина, клиента. Да, ну вот мы достаточно проговорили уже, и именно о том, как себя защитить, куда нужно обращаться, что необходимо делать. Так вот, плавно переходим как раз к теме юристов. Да? Вот, услуги юристов сейчас стоят недешево. А какова средняя стоимость? Хочу сказать, что это всегда вопрос такой в плоскости конфиденциальности, да, и он всегда связан с волеизъявлением сторон, да, то есть гражданин заключает договор на оказание юридических услуг. Но могу порекомендовать, у нас установлены минимальные ставки оказания адвокатских услуг. Это на сайте Адвокатской палаты Республики Саха-Якутия. Там в части по уголовным делам, по гражданским делам и так далее. То есть минимальные ставки имеются. То есть туда можно зайти, человек, который хочет обратиться за помощью к юристу, он может зайти на сайт Адвокатской палаты и просто посмотреть прайс, да? Если, ну, связано с его вопросом. Примерно прикинуть, сколько это будет стоить. Да. Действительно, вы говорите, недешевые цены, да, как говорится, растет, так сказать, востребованность юристов, но всегда стоимость юридических услуг зависит от сложности дела, от объема необходимых юридических действий, от опыта, профессионализма юриста. Поэтому это все вот составляет стоимость, договорную стоимость. То есть в любом случае человек должен понимать, чтобы получить квалифицированную юридическую помощь и особенно помощь при участии в судебных заседаниях, да? Потому что в некоторых случаях же бывает, что человек сам себя защищать не может или отстаивать свои права, да? Обязательно нужен представитель с юридическим образованием. То есть, ну, не все же у нас с юридическим образованием. И вот в этом случае действительно, вот особенно если человек участвует в каких-то сомнительных там, финансовых аферах, можно так назвать, да, финансовых пирамидах, или рискует своими деньгами, а потом хочет отстоять свои права как потребителя финансовых услуг, то есть он должен заложить и тот риск оплаты услуг юриста, правильно? Правильно. Угу. А может ли гражданин обратиться за помощью в судебном вопросе в прокуратуру? И в каких случаях, какие категории граждан защищает вообще вот этот орган?
Да, вот то, что мы говорили, действительно, органы прокуратуры, у них это надзорные органы и с достаточно широкими полномочиями. Органы прокуратуры руководствуются федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации, и этим законом выделены отдельные категории граждан, которым оказывается помощь прокуратуры, соответственно, на безвозмездной основе. Это граждане, которые в силу возраста не могут отстаивать свои права. Речь идет о пенсионерах, малолетних, несовершеннолетних, по состоянию здоровья. Это, например, люди с инвалидностью, либо лица, которые признаны недееспособными уже судебным решением. Вот. В отдельных случаях это относятся и многодетные семьи, малоимущие. Вот. То есть такие категории, которые сами финансово не могут себя обеспечить и защитить свои права. По каким-то конкретным вопросам они могут обращаться, либо есть какой-то перечень? Перечня нет, вопросы разные могут быть, и жилищные, и трудовые, и связанные с мошенническими опять же, действиями. Поэтому, как правило, да, вот эта категория граждан обращается в органы прокуратуры. А давайте дадим несколько полезных советов нашим телезрителям. Вот от вас, как от практикующего юриста. Уважаемые телезрители, я хотела бы сказать о том, что когда вы считаете, что ваши права нарушены, всегда используйте возможности для получения правовой оценки. Можно обращаться и в уполномоченные органы, то, что вот мы говорили, либо у нас бесплатная юридическая помощь оказывается в нашем государстве. Это и адвокатская палата оказывает бесплатную юридическую помощь, и управление Министерства юстиции по Республике Саха-Якутия, и уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, по правам предпринимателей, по правам коренных и малочисленных народов. Вот такие у нас государственные структуры есть. Спасибо большое, Надежда Владимировна. Надеюсь, что вы не в последний раз у нас в гостях в нашей передаче. До новых встреч. Спасибо большое. До свидания. Действительно, помощь юриста для решения важных и острых вопросов нам необходима. Но что делать, если денег на адвоката нет? Так, на портале вправе.рф гражданин может обратиться за бесплатной консультацией. Полный перечень категорий граждан можно увидеть на сайте Госкомюста. При обращении за бесплатной юридической помощью гражданину необходимо иметь при себе пакет документов, который подтверждает его право на получение такой помощи. Поскольку организация деятельности участников систем бесплатной юридической помощи относится к компетенции субъектов Российской Федерации и регулируется принятыми во исполнении федерального закона нормативными актами субъектов, перечень необходимых документов может несколько отличаться в различных регионах. Более подробная информация на сайтах территориальных органов Минюста России. С вами была Рита Якушева и передача «Про деньги». До новых встреч в эфире!